Игрушки, сделанные своими руками, к тому же говорящие на осетинском языке. Такую продукцию создает мастер Илона Дзалаева. Игрушки одеты в костюмы с национальным орнаментом, читают стихотворения великого поэта Коста Хитагурова и поют колыбельные. Уникальные куклы помогают детям осваивать родной язык и культуру в игровой форме. О необычном хендмейде расскажет наш корреспондент Марат Гурциев. Каждая игрушка начинается с рисунка, второй такой больше не будет. Несколько точных штрихов и образ готов, дальше детали. Второстепенных нет, важно все. Прорисовать каждую мелочь, продумать, как кроить и шить, какого цвета и фактуры подобрать ткани. Все делается вручную. Когда возникла идея создания национальной игрушки, мы долго думали, как ее осуществить. И мы решили сделать мягкие игрушки, так как дети любят играть с мягкими игрушками с детства и спят рядом с ними. И мы решили сделать так, чтобы наши игрушки были образы героев национальных сказок. Сердце и душа этих игрушек – крошечный модуль. С его помощью герои начинают говорить. И не просто говорить, фразы произносят на остинском языке. Любимые стихи, песни, национальные мелодии в исполнении актеров Остинского театра и инструментального ансамбля «Кона». Кстати, звук в игрушках настроен негромко, чтобы ребенок смог спокойно заснуть под колыбельную. Илона – первооткрывательница в своем направлении. Идея создания игрушек с национальным колоритом пришла девушке благодаря младшей сестре, для которой и сшила свою первую остинскую мягкую игрушку. И закрутилась. К сожалению, на сегодняшний день существует такая проблема, как исчезновение родного языка. Дети либо не разговаривают на родном языке, либо очень плохо им владеют. И с помощью наших игрушек ребенок чаще будет слышать родную речь, произведения народных писателей, поэтов, слушать колыбельные, мелодии. С помощью игры будет приобщаться к культуре и традициям своего народа. Говорящие игрушки ждут в Дагестане и Чеченской республике. Плюшевые звери уже говорят на ногайском, абазинском, черкесском языках. Ирон Кажан продолжает развиваться, а его география расширяется. Илона обещает, что в скором времени появятся не только зверюшки, но и игрушки в виде остинских бабушек и дедушек. А значит, последователей у проекта будет больше. Мастер уверена, что осваивать родной язык и культуру легче в игровой форме. А ее говорящие игрушки – это настоящая находка для родителей и их детей. Марат Гурциев, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.